Здравствуйте, товарищи! Предполагаем, что любителям яростно поанонировать на парламентскую республику и прочее проявление демократии будет полезно узнать, к чему привел разгул либерализма в нашей стране несколько сот лет назад. Несмотря на то, что прошло время и поменялось несколько поколений, особый склад ума у нашего народа сохранился. Как вы уже, возможно, догадываетесь, разговор пойдет о так называемых золотых шляхетских вольностях. Итак, на сегодняшний день известно, эти самые шляхетские вольности в определенном виде существовали еще до Люблинской унии, когда это ваша от мора до мора ВКЛ вынуждено было объединиться с пшеками у Республика двух народов. Если кому реально интересно, то до унии и у тех, и у других уже был тру-парламент, который чуть более чем полностью состоял из магнатов и прочего жлобства. В общем, по традиции в нашей стране было все не так, как у людей. Когда в Европе мейнстримом был абсолютизм и лютая монархия, наши предки баловались демократией. Самое интересное началось после того, как к сатане на ужин отправился великий князь и король Жигемон II. Особая неприятность была в том, что покойный являлся последним представителем династии Ягеллонов, то есть после его смерти уже не осталось товарищей, которые могли по блату посадить свои жопы на трон. Казалось бы, новым властелином Речи Посполитой выберут кому-нибудь из магнатов, да и дялоута. Но поскольку шляхта была очень пафосной и богатой, никто не хотел уступать место. При этом открытая борьба за Речь Посполитую могла перерасти в такую народную забаву, как гражданская война. Короче, магнаты подумали и решили позвать себе в качестве короля и князя-лягушатника Генриха Валуа, который был не абы ким, а сыночком французского короля и по совместительству герцогом Анжуйским. Однако очевидный профит такого решения имел в себе и негативную сторону. Шляхта начала неслабо очковать по поводу того, что новый король наведет свои парадки, заставит мужиков носить колготоны, жрать лягушек или повыгоняя всех с санными тряпками и будет не померконничать. Поэтому, чтобы подстраховаться, хитрожопые олигархи придумали документ, который неслабо ограничивал власть монарха, чтобы не было, как после 1995 года. Этот документ получил название «Генриховые артикулы» и узаконил шляхетские вольности окончательно. В артикулах было много интересных пунктов. Например, монарха должны были окружать 16 советников, чтобы он не наделал лишних делов. Если король попытается показать шляхте место, она может поднять восстание. Без согласия сейма монарх не мог объявлять войну, заключать мир, собирать ополчение и т.д. и т.п. Кроме того, коварная шляхта придумала еще и такую вещь, как пакта конвента. Суть этой неведомой фигни в том, что еще до избрания короля шляхта придумывала план развития на ближайшую пятилетку, и король обязан был его подписать, ибо это было условием коронации. То есть по артикулах развитие страны, внешняя и внутренняя политика определялись независимо от того, кто конкретно станет королем. Монарх у этой вашей Речи Посполитой становился слабее сегодняшней английской королевы. Тем не менее, Валуа всех эти документы подписал и создал новую традицию избрания монархов-подкаблучников. Что характерно, сам принц ничего путного в таких условиях сделать не смог, а когда началось небольшое бурление среди той же шляхты, по-тихому свалил свою Францию. Так совпало, что его батюшка присоединился к Жигемонту II, и Валуа-младший просек, что сидеть на французском троне несколько уютнее, чем на троне Речи Посполитой. Короче, первый король, который подписал бумажки шляхты, правил всего пару месяцев, ибо нефиг. В 1589 году шляхта, которой мало было существующих ништяков, додумалась законодательно закрепить право либерум вето, свободно запрещая. С этой пары каждый хер с горы на вольном соме мог право с места, не поднимая руки, крикнуть «Идите в жопу, я пошел домой!» Крикнуть «Не согласен!» И весь сойм скатывался в унылое говно. Таким образом, даже если 100-500 депутатов выступили за, а один кен сговнился, решение не принималось. Вы в жопу, а я домой. Странно, но первый раз такое удобное право было использовано только через 63 года после его принятия. Однако с тех пор понеслось. После этого, благодаря либерум вето, было сорвано 48 заседаний из 55. Стоит отметить, что некоторые депутаты из-за этого жутко бесились и лезли драться прямо во время сойма, совсем как у Верховной Ради Украины. Более того, умудренные опытом депутаты даже брали с собой на заседание братков, чтобы в случае нехилого махача быть в большинстве. Короче, своеобразный аналог лихих 90-х, который длился почти 100 лет.
Фишку с разгулом демократии у Речи Посполитой быстро просекли соседи. В основном абсолютно не братское то время Россия, Пруссия и Австрия. Эти хитрожопые страны, к примеру, присылали в Речь Посполитую своих агентов, чтобы те подкупали наших депутатов. А депутаты и рады были. Взамен за одну фразочку они могли получить приличную сумму бабосов. Короче, в этом плане мало что изменилось. Соседи и отдельные магнаты получали профит, а в стране надежно сохранялась стабильность. То, что Liberum Veto несколько отрицательно сказывается на состоянии страны, шляхта поняла только в 1764 году. После того, как в итоге Северной войны Речь Посполитая оказалась в глубочайшей жопе, шляхта начала шевелиться и придумала создавать перед заседанием так называемые конфедерации, благодаря каким Liberum Veto теряла смысл. Окончательно право жесточайше все запрещать выпилили только у Конституции 1791 года, уже после первого раздела страны. А благодаря некоторой помощи России и Пруссии, Конституция и все ее достижения были выпилены сами спустя 2 года, во время сойма, на котором подписали второй раздел. А что вы думали? В 1793 году яйца Речи Посполитой уже нельзя было вытащить из кулаков соседей, и конец был предсказуем, так что формальности практического значения не имели. Так сложилось, что за свою историю Речь Посполитая была вынуждена вести многие войны, на которые у страны тупо не было денег. И стране приходилось занимать их у шляхты. Потом эти деньги надо было возвращать, но поскольку Речь Посполитая в войнах в основном фейлила, отдавать было нечего. Ни пироги, ни масло, ни сыр, значит, ни блины, ни что другое не может служить средством платежа. Поэтому долги отдавались государственными землями. Таким образом, спустя некоторое время вся территория Речи Посполитой была поделена между шляхтой, которые нередко устраивали вражеские междоусобицы с поджогами полей, кражей скота и угонами селянчиков. Государство же в этой ситуации ничего не могло сделать, ибо ни денег, ни своих людей у страны практически не было. Благодаря шляхетским вольностям и профиту от войн, шляхта Речи Посполитой была крайне жлобской и зажиточной. Большинство магнатов было намного богаче монарха, и поэтому спокойно могли забить на государственные распоряжения и так далее. Лучше всего это наблюдалось во время восстания Костюшки, который хотел привлечь на свою сторону жителей тогдашних агрогородков и прочих деревень. Для этого Костюшка с товарищами придумал многие послабления для селянчиков, но шляхте жалко было терять свою власть, и она эти распоряжения отправляла в спам. Таким образом, пафосы ЧСВ шляхты были настолько большими, что они были уверены, даже если их оккупирует другая страна, у них хватит сил, чтобы сохранить автономность и даже продаваться шляхетским утехам. Перспектива потерять лишний доход сельхоза и дать свободу селянчикам пугала их больше, чем реальная угроза оккупации и потери государственности. В итоге, как известно, Речь Посполитая была разделена и оккупирована. Продинамившую в свое время восстание Костюшки, шляхта спохватилась в 1830 году. Но что-то как-то не удалось, и получился абсолютно обратный эффект. Россиюшка не слабо разозлилась на шляхту и в целях профилактики закрутила гайки на яйцах бывшей Речи Посполитой еще сильнее. Но это уже другая история. До новых встреч! About sweet little young thing on the wheel. She's the kind of friend of mine you can dance all day with all the time. Okay. She will go all day on the floor and let you know. Can't nobody come and take the show. A professional, she'll work it all day till she can't no more. I see you on a mission, non-stop and very persistent. Is this our competition? Matter yet our love addiction. Public cause afflictions in my mind and personal feelings. We're a man like me, the ghost should I love you first and let you all night on the floor. Dance, dance all
night, let's dance, dance all night, let's dance, dance all night on the floor. Dance all night on the floor. Let's dance, dance all night, let's dance, dance all night, let's dance, dance till we can't no more. Dance till we can't dance no more. Да ну хуй. Текст, не текст.